Леонид Михайлович, добрый день. Добрый день. Спасибо за то, что нашли время. Вы совершенно недавно давали интервью моим коллегам, но у меня немного другие вопросы, и я бы хотела знать ваше мнение о ряде из них. Например, аэропорт. Наш Сухумский международный имени Владислава Ардзенба, который так помпезно, очень красиво открывали, да, прилетел чартерный рейс, студенты танцевали, пели и хошхауэ. Что думаете по этому поводу? Вы знаете, вот вы начали с того, что это международный аэропорт имени Владислава Григорьевича Ардзенба. Первое, с момента, как нынешняя компания получила возможность реализовать этот проект, я заметил, что в средствах массовой информации этот аэропорт называют международный аэропорт Сухум. Почему-то очень часто выпадает, что это аэропорт имени Владислава Григорьевича. Этого не стоит забывать. По факту открытия, конечно, радует, что у нас есть перспектива, что этот аэропорт когда-то заработает, но вы, наверное, все видели тот посадочный талон, который связан с этим рейсом. Вы понимаете, если это все так помпезно, все это так радужно, вот у нас аэропорт заработает, на самом деле хорошая перспектива. Первый посадочный талон вами получен, и он должен вами пристально рассматриваться. Это своего рода сувенир, который останется в памяти, в семье, в его. У меня, конечно, остался очень нехороший осадок после увиденного. Да? Мы пишем в этом посадочном талоне «Сохуми». Этим посадочным талоном пользуются. Вчера еще руководители абхазского государства, сегодня кандидаты. Ну не может того быть, чтобы вы не почитали, не посмотрели. Неужели мы можем принимать ради вот этой агитационной кампании, ради этой пропаганды, идти на компромисс и принимать вот такого рода вещи? Мне кажется, они несовместимы. Немало было сказано и того, что если мы реально все-таки открываем аэропорт, пытаемся улучшить экономическое положение Абхазии и так далее, этот аэропорт связан с великим политическим деятелем Владиславом Григорьевичем. Реально не пригласить, можно по-разному относиться, мы все живые люди, но не пригласить членов его семьи, не пригласить депутатов парламента и так далее. Но это неправильно. Мы понимаем, что это пиар-акция нацелена на агитацию за одного человека, там нацелена на одного человека, но такое неуважение, такое незамечание, непонимание того, как это можно было сделать правильно, говорит о многом. Кстати, на мой взгляд, вот здесь еще и перекликаются интересные вещи. Почему у нас всегда вылазит вот это какой-то непонятный грузинский хвост? Мы же помним ситуацию с апартаментами и одного известного или малоизвестного для кого-то персонажа, который на набережной, там у моря находясь, где-то в районе Пицунды, заявлял, что проект «Апартаменты» — это проект, который примирит абхазскую и грузинскую сторону. Почему везде в действиях вот бывшей нашей власти, да, прослеживается вот этот грузинский след? Это у меня вызывает ряд вопросов. Да. Я считаю, вот своего рода в истории есть такое потемкинские деревни. То есть быстро-быстро подогнать под ситуацию, показать. Тестовые полеты обычно делаются там, за месяц, там, за неделю, за две до вылета. Мы же знаем, что можно сколько угодно говорить, что это первая посадка самолета, но у нас каждый год десятки самолетов, в том числе российских транспортных самолетов, которые там привозят что-то на военную базу и так далее. То есть посадок, полоса это рабочая, мы все знаем. Нужно построить, там сборный временный терминал сейчас под ситуацию поставили. Здание аэропорта не готово, его нету, да, многих вещей еще нету. Для чего это все, зачем торопиться, что если это будет сделано через полгода или через год, что-то изменится? Нет, просто очень быстро кому-то нужно прогнать ситуацию и связать ее с кем-то. Но не думаю, что у нас в Абхазии глупые люди, все прекрасно понимают, для чего и под что это сделано. Поэтому
отношение к этому простое, еще раз говорю, да, если аэропорт заработает, это будет хорошо, но так, каким образом это сегодня преподносится, это очень нехорошо. Недавно в Абхазии был визит первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. И, впрочем, разговаривая, проводя различные встречи, подводя итог своего визита, он проговорил и тему инвестсоглашения. И, значит, он вообще сказал, что соглашения впредь теперь будут, значит, Абхазии предлагаться с учетом интересов абхазского народа, абхазского государства. Вот мы все помним, да, то инвестсоглашение, слава богу, которое удалось остановить в парламенте, и что из этого всего случилось. Мы помним гнев народа, да, вот абсолютное отрицание вот этого ущербного документа. И сейчас, когда вот такая риторика звучит, на ваш взгляд, это о чем говорит? Ну, здесь можно сделать несколько выводов. Давайте будем откровенны. Мы наблюдаем ситуацию, когда с одной стороны высокие российские чиновники заявляют, и это правда, что Россия будет вести диалог с любым руководителем, президентом, которого выберет абхазский народ. Одновременно с этим нам как бы демонстрируют некоторые предпочтения в пользу одного из кандидатов. Тут же нам ретранслирует, это же еще и Новак, если я не ошибаюсь, на встрече с одним из кандидатов сказал, что соглашение будет пересматриваться, связанное с российскими инвестициями, и оно будет носить такого рода характер, который будет учитывать интересы абхазской стороны. Тогда возникают вопросы. Вот мы совсем недавно видели это соглашение. Кстати, к нему прилагаться должны были, я думаю, прилагались документы из Минюста, Минфина, Минэко, о том, что это соглашение нужное, необходимое. Многие министры выступали, глава государства, и по иерархии ниже, там совещания на камеру, все одобряли и так далее. Нам более того говорили, что ни одно изменение, поправку в это соглашение вносить нельзя. Россия этого не приемлет. Она обидится. Вообще как-то Россию нам показывают какой-то испорченной дамой, она на все у нас должна обижаться. Вот как-то так нам ее декларируют наши руководители, они обидятся, лишат пенсии, закроют границу, не будет и так далее. Вот это все было сегодня, я же не придумываю, вчера, позавчера, то есть весь этот период, как вы правильно заметили, привело, конечно, к не очень позитивным, с одной стороны, результатам, особенно для тех, кто это декларировал. Но тогда вот возникает очередной вопрос. Оказывается, все руководство страны по нисходящей предлагало нам негодный документ, о чем сегодня говорит российская сторона, заявляя, что будет другой документ, учитывающий интересы абхазской стороны. Они подтверждают, что в том документе интересов нашего государства не было. А чьи интересы были заложены в том документе? И почему руководители нашего государства, все крупные чиновники, руководители министерств и ведомств так активно защищали этот документ? На мой взгляд, можно говорить о том, что, наверное, все-таки была какая-то коррупционная схема, которая говорила о личной заинтересованности некоторых наших чиновников. Ну, иначе я могу ошибаться, но иначе я эту ситуацию не вижу. Где сегодня эти люди? Кто был уволен, снят и так далее? Кто был наказан за то, что нам хотели навязать соглашение, которое не отвечало нашим интересам, что подтвердила российская сторона? Где эти люди, в чьей команде? Одновременно российская сторона вдруг почему-то с одной стороны говорит, что
В открытую фактически нам, что эта команда вела себя нечестно по отношению к абхазскому государству. С другой стороны, пытается поддерживать человека, представленного этой командой. На мой взгляд, это тоже о многом говорит. Есть обязательства предыдущего руководства страны, его команды. И эти обязательства, они не реализованы. Но я так подозреваю, что под эти обязательства были использованы, потрачены огромные ресурсы. Кто дальше должен реализовать все это? Вопрос, я думаю, он понятный, простой, и ответ тоже понятен. Вот все, что сегодня происходит в наших абхазо-российских взаимоотношениях, иначе как безобразие назвать нельзя. Потому что неоднократно Владимир Владимирович Путин в своих выступлениях говорил, Россия, в отличие от Запада, от Соединенных Штатов, не вмешивается во внутренние дела своих союзников. Мы принимаем любой выбор, который будет принят народами этих союзных нам государств. Нам что сегодня наглядно показывают, что политика отдельно взятых российских чиновников идет вразрез с политикой Путина. Более того, вот игры в то, что все и здесь, и там понимают, да, что в Абхазии, они же сами соцопросы выставляют, где 90-97% населения настроены пророссийские. Одновременно пытаются декларировать, что есть не хотелось говорить, так называемый пророссийский кандидат и антироссийский. Вообще мне хотелось бы понять, где у нас проабхазские кандидаты. Вообще это надо, к сожалению, такие правила игры нам навязывают, да, считают, что наше население самостоятельно мыслить не умеет, вот создадут какие-то парадигмы, они будут приняты. И думаю, ошибка. У нас грамотные люди, все прекрасно все понимают, и мы понимаем, да, какие команды на что нацелены. Но опять же, вы можете сегодня под эту ситуацию, раскручивая кого-то, говорить о его оппонентах, что они антироссийски настроены. Но вы понимаете, в России тоже много неискушенных простых людей. Они же в это поверят. И у них будут резко выражены абхазские настроения, антиабхазские настроения. В свою очередь это вызовет напряжение и начинает вызывать напряжение в абхазском обществе. И эти настроения тоже будут не самыми позитивными в отношении тех, кто придумывает и навешивает ярлыки. То есть вот здесь на коротке понимая прекрасно, что любой из представленных кандидатов будет себя вести лояльно по отношению к России, российскому государству, начинаются грязные игры. Но они же выстрелят и сыграют в долгую. Но вы что, уважаемые, не знаю, люди, которые это все изобрели или изобретают, вы что, хотите, чтобы у нас испортились отношения? Я понимаю, басни Крылова мы все тоже читали. Всегда будет виноват слабый, у сильного бессильный виноват. Но что это дает самой России? Что дает? Вы посмотрите, к чему приводят такого рода действия. Союзников становится все меньше и меньше. Я неоднократно говорил, мой покойный отец был ветеран, инвалид Великой Отечественной войны. Моя бабушка 2 русских детей воспитала. У нас интернациональная семья. Мы поддерживаем Российскую Федерацию, ее президента. Мы поддерживаем СВО. При всем при этом у меня возникают мысли. Но если так беспардонно врут в адрес Абхазии, а что происходит в других? Что происходит там в средствах массовой информации? Говорят ли там правду, когда говорят о других государствах? Зачем сеять семя сомнения? Зачем вносить разлад и раздрай там, где их нету? Я считаю, что за всеми этими делами
вот связанные, я сейчас отхожу от кандидатов, связанные с нашими взаимоотношениями, стоят люди, которые очень тонко работают против самой Российской Федерации. Иначе я не могу себе дать объяснение тому, что происходит. В Абхазии находится 7-я военная база, российская армия. Представлена ФСБ России. Погранведомство – это подразделение ФСБ России. Представлены ряд служб. В плане безопасности, в плане защиты южных рубежей, мы в рублевой зоне, русский язык и прочее. То есть в политическом плане здесь нету ничего, повторяюсь, того, что можно было бы интерпретировать как антироссийские настроения. Кому это нужно и для чего это делается? Какие будут последствия? Ладно, мы, еще раз говорю, небольшая страна с небольшими ресурсами и возможностями, а нам нужно, я когда говорю, я сейчас себя позиционирую с российской стороны, нам нужно, чтобы народ России видел вокруг себя одних врагов. Мне кажется, нам всем нужно понимать, что мы в этом мире не одни. Друзья, неважно, они большого роста, физически сильные или слабые. Когда есть единомышленники, ты понимаешь, что твои идеи имеют право на существование, твои идеи поддерживаются. Я очень хочу, я обеими руками за справедливую Россию, за сильную, за великую Россию. К сожалению, я не могу, глядя на то, что сегодня происходит, говорить, что она такая. И мне очень обидно. Когда нам пытаются сказать, что одного из кандидатов уважают больше, чем весь абхазский народ, я обращаюсь к тем людям, нашим братьям, северным нашим соседям, лучшим союзникам и партнерам, вы понимаете, что вы этим оскорбляете народ Абхазии? Давайте дадим возможность абхазскому народу определиться. Самостоятельно. Самостоятельно посмотрим. Вы же нам говорите, как было сказано совсем недавно, да, апартаменты это уже не актуальная тема, все снят, вопрос повестки. Но перед этим нам один из депутатов Российской Федерации, наша власть, это команда, которая сегодня опять пытается вернуться во власть, говорили, что вы что, это все неправда, это не недвижимость, это не жилье, это гостиничные номера, морочили голову населению. Тут приехал депутат из Российской Федерации, сказал, речь идет о продаже недвижимости. Придумываем разные названия, чтобы не раздражать ваше население. То есть каждый раз мы сталкиваемся с тем, что эта команда использует Российскую Федерацию для того, чтобы протащить какие-то бизнес-проекты, которые нацелены на личное, наверное, обогащение, но никак не на пользу абхазскому народу. Потом Российская Федерация говорит, да, реально, это все было неправильно, надо это все исправить. Но при этом давайте мы все-таки эту команду опять вернем к власти. Как сказать, да, есть вялотекущая шизофрения у людей, когда они говорят одно, видят другое, сразу несколько личностей в одной голове живут и так далее. Но так же не может быть. Слушайте, если эта команда была не права, о чем вы сами говорите, если эти идеи были неправильные, то, что вы сами подтверждаете, то тогда какой смысл их приводить заново к власти? Зачем нам демонстрировать им? Зачем нам? Да. Эта демонстрация поддержки, она как раз и говорит о том, что есть растраченные ресурсы, и их надо отработать. Но это абхазскому народу не нужно. Это может быть нужно каким-то олигархам, каким-то коррумпированным чиновникам, еще кому-то. Понимаю, когда это нужно каким-то бизнес-сообществам, которые нацелены только на личное обогащение. Но какое отношение имеет к государствам, российскому и абхазскому?
Какое это отношение имеет к союзническим обязательствам? Бжани ушел, да, он заявил, что это его команда, они будут дальше заниматься выполнением обязательств, взятых, как он сказал, реализовывать мои проекты и так далее. Наверное, на каких-то рефлексах там тоже верят в то, что это еще вполне осуществимо. Ну, вы меня извините, вы же сами говорите, что это никому уже не нужно. Давайте будем ответственны, давайте будем говорить о том, что есть народы, и надо уважать мнение этих народов. Те люди, которые любят Россию, те люди, которые глубоко ей признательны за помощь, это касается и молодых, но в силу обстоятельств просто получателей пенсий, вы поверьте, многие из них негодуют в связи с тем, что ихних детей называют агентами влияния Запада или Турции. Мне вообще неприятно слышать и видеть это безобразие. Это же делается под кого-то, против кого-то. Ну что происходит? Что мы все не на одной стороне воевали против грузинской агрессии? Или мы что? Что случилось с нашими братьями здесь, которые молчат, лишь бы получить нужный результат? Мне не нужен никакой результат даже для моего кандидата, если при этом на весь мир будут позорить и говорить неправду про моего соседа. Нас хотят приучить к этим правилам игры. Нам наглядно демонстрируют. Почему-то сошлись несовместимые вещи. Если мы отстаиваем интересы своей родины, своего народа и своих детей, это антироссийские настроения. Вы не можете понять, кто это декларирует, что тем самым вы выставляете Россию, это вы видите только с одной стороны, а с другой стороны вы хотите доказать мне, что моя любовь к моей родине это во вред России. А зачем мне такая Россия, которая не позволяет мне любить свой народ и свою родину? Проснитесь, очнитесь, господа хорошие. Вы видите что-то на коротке в виде личной выгоды, там каких-то коротких... Слушай, ну не хватит всей Абхазии на всех российских олигархов. И на одного не хватит. Можно сюда слать подарки, присылать грузы, машины, автобусы, все что угодно. Слушай, мы же знаем, кто это делает. Это люди, которые во время войны нам блокаду объявляли. Это именно те самые люди, которые крайне негативно отзывались об абхазском народе. Сегодня им захотелось стать собственниками Абхазии. Но они должны понять, не все такие, как они. Если им нужно, сегодня они такие, завтра они диаметрально противоположные формы принимают. Мы так не можем, мы живем у себя на своей земле. Мы хотим дружить, мы достойные люди, мы никогда не предавали Россию. В отличие от наших соседей, прочие, да, которые за последние 20 лет уже 3 раза позицию свою поменяли. Мы же этого не делаем. Много есть что сказать, Нисфа, это крайне обидно, вы понимаете. Это не то, что я вижу, как в нашем народе зреет разочарование России. Кстати, исходя из того, о чем мы с вами говорили чуть ранее, вы тут сказали про антироссийскость, и заметьте, недавно Союз казаков, значит, выразил поддержку кандидату в вице-президенты Алхасу Джинджал, они непосредственно его знают. Знают его именно по Донецку, там, где и они, и он пересекались. Понятно, что и мы все граждане Абхазии, представители Союза казаков Абхазии и Масик Джинджал, но они подчеркивают, что они знают, он оказывал помощь на Донбассе, оперировал и так далее. Я своими глазами видела. Ну, у меня есть одно сомнение. Возможно, этот Союз казаков Абхазии, он представляет западные какие-то силы. Или протурецко ориентированные. Агенты. Вот когда сталкиваешься с такого рода заявлениями, я не заявление Союза казаков имею в виду, спасибо огромное представителям Союза казаков Абхазии за их гражданское мужество. Потому что сегодня как никогда ценен голос славян в Абхазии,
Потому что вот эту антиабхазскую истерию, которую при поддержке изнутри пытаются извне сюда принести, можно будет остановить только заявлениями лиц и организаций, которые имеют отношение к России или к славянскому миру. Поэтому еще раз говорю, огромное вам спасибо. Но вы понимаете, что завтра вас могут обвинить, что вы там работаете на Саломе Зурабишвили. Я вот недавно опять просмотрел, да, такого позора я в современной истории Абхазии не помню, когда глава государства, уже изгнанный, да, сидит и декларирует, что вот видите, Саломе Зурабишвили там что-то сказала, и это вот в оппозиции, есть там часть оппозиции, которая там координирует свои действия с Грузией. Это говорят люди, которые напрямую поощряли общение, да, с грузинской стороной, принимали делегации из Грузии, которые здесь много чего понадворили, не отрицали того, что апартаменты в том числе возможно. Да, это же было, да, мы там не толкались при грузинах, завтра, если приедут, тоже ничего страшного, толкаться не будем, там эта ситуация с апартаментами и так далее. И вот молчаливое участие, потому что молчаливого неучастия не бывает, всех остальных, вот я абсолютно спокойно, и ну, там и родственники есть, и другое, я все, и очень много порядочных людей, я сейчас говорю о тех, кто формирует, да, вот, мнение в этой команде, да, то есть достичь победу любой ценой. Можно своих сограждан, можно своих братьев однополчан, воевавших, всех нас можно на свалку, антизападные. А завтра, если скажут, что списки надо выдавать и расстреливать, вы же еще и списки должны будете представить. И это все делается от лица одной команды, представителями команды, еще раз подчеркиваю, теми, кто формирует мнение, потому что я не вижу, чтобы кто-то заявил о своем неучастии в этом. Еще раз говорю, для меня Адгур Арзенба ценен как кандидат, пока он относится адекватно к ситуации, относится к своему народу как к единому народу, пока он не предает и не преследует свой народ. Сегодня люди, которые заборы строили, принимали решения, которые, как оказывается, мы же абхазам не верим, но зато свято верим там. Чиновники-то там сказали, что на самом деле это нехорошее было соглашение. Вот такое впечатление, знаете, когда в магазин приходишь, просроченный товар видишь, его убирают с полки, потом упаковку меняют, дату перебили их, а вот такое впечатление, что нам опять хотят впарить просроченный товар. Потому что я уверен, что если вот эта вся агитмашина добьется своих целей, нам опять будут преподносить те же апартаменты, преподносить те же соглашения, и все без учета интересов абхазской стороны. А от людей, которые говорили, что апартаменты для нас не несут никаких угроз. Энергетику отдать, никаких рисков. Соглашение продать все олигархов, все нормально. А почему с этими идеями сегодня никто не идет на дебаты? Нет, говорят наоборот. Сегодня говорят, что апартаменты МАП. Да, МАП. И энергетику нет, ни в коем случае нет. И майнеры, вы что? Ну хорошо, тогда вот Едели, да, недавно посмотрел, на днях они там публикуют о том, что между правительствами консультации проведены, наверное, с учетом интересов одного из кандидатов, при его огромном влиянии на российскую сторону были достигнуты соглашения о перетоке. Но там же пишется, энергокризис в Абхазии возник, как вы думаете, почему? Из-за майнинга. Так и написано. Это серьезное издание, да, из ферм по добыче криптовалюты и низкого уровня воды в Жважском водохранилище. А как оно может быть высоким, если потребление растет? То есть, с одной стороны, нам говорят, у вас прошлая команда уничтожила вашу энергетику, но мы вам под очередного претендента из этой команды готовы дать свет.
Ну просто так не бывает. Не Ну бывает, как можно конечно. голосовать за тех, о ком вы говорите, это все из-за них, они виноваты, но все-таки давайте еще раз попробуйте за них. Я не хочу отнимать ваше время, я хочу обратиться к нашим гражданам, к нашим братьям, сестры, старшие, младшие, все, кто сегодня обладает правом голоса. Не верьте никому, не надо говорить, что вы во всех разочарованы и во всем разочарованы. Знаете, быть разочарованным во всем и продавать свой голос за деньги – это хуже всего. Попытайтесь определиться с тем, кого вы готовы поддержать, чья программа вам ближе всего. Только хочу, чтобы вы не забывали слов великого Владислава Арзенба. Он сказал так: мы будем принимать решения, исходя из интересов народа Абхазии, исходя из интересов абхазского государства. Посмотрите, пожалуйста, особенно ветераны войны, семьи погибших, семьи ветеранов войны, их дети. Подумайте в очередной раз перед выборами. Мы идем тем путем, который нам показал великий Владислав, или мы отметаем все его наследие? Я вижу, что есть и такие, да, и эти люди сегодня стесняются сказать, что аэропорт назван именем Владислава Григорьевича. Эти люди забывают о том, что в каких-то мероприятиях должны участвовать члены его семьи и так далее, и так далее. Здесь очень многое. Давайте просто, особенно ветераны войны, подумайте. Все приходящее, уходящее, и заслуги, они тоже ни о чем, если мы потом сами их начинаем забывать, да. Стоит ли нам предавать забвению своих погибших братьев, однополчан? Стоит ли отказываться от пути великого Владислава? Я думаю, нет, это только один путь, другого пути для возрождения абхазского народа и государства нету.